Здравствуйте, это Стоп Фейк Ньюс, дайджест опровержения неправдивой информации о событиях в Украине за прошедшую неделю. С вами в студии Марго Гантар. На прошлой неделе в Нидерландах происходил референдум по ассоциации Украина-ЕС. Не обошлось и без фейков на эту тему. Так, российский телеканал Life News сообщил, что голосующие в Голландии якобы скрывают лица, опасаясь, как сообщает издание, цитата, «мести украинских радикалов». К материалу прилагается 30-секундный ролик, однако на нем видно, что участок только открылся, голосует всего один человек, который не скрывает лица. Есть и второе видео на этой же странице, там тоже нет подтверждения сообщениям Life News. Также опровергают информацию Life News и обзоры голландских СМИ. Из материалов следует, что журналисты, посещающие участки, не видят людей, закрывающих свои лица. Это же видно и по фотографиям, и по видео с события. Например, на видео голландского издания БНД там видно, что все голосуют спокойно, никто не прячется и не скрывает своего лица. Российское издание «Лента.ру» сообщило, что Закарпатская область Украины якобы потребовала автономии. Авторы ссылаются на принятое решение облсовета от 5 апреля. В нем якобы говорится о том, что, цитаты, «депутаты требуют признать Закарпатье специальной самоуправляемой административной территорией и что необходимые изменения должны быть внесены в Конституцию страны». Однако и облсовет, и местные СМИ опровергли данное сообщение. Оказалось, что подобный проект был, но его не приняли. Его автор – бывший глава облгосадминистрации и регионал Александр Ледеда. А был совершенно другой проект. Текст опубликован на сайте Закарпатского областного совета. В нем отсутствует слово «автономия» или какие-либо требования внесения изменений в Конституцию относительно автономного статуса области. Облсовет Закарпатья просит ускорить децентрализацию, а также финансовую самостоятельность региона, но не предоставить региону автономию или статус специальной территории. Российские издания со ссылкой на данные ООН сообщили, что власти Украины якобы приостановили социальные выплаты пенсионерам и внутренне перемещенным лицам, в результате чего пострадали около 600 тысяч человек. На Украине более 600 тысяч человек лишились социальных пособий. Выплаты либо заморозили, либо вовсе отменили. Такие данные привело Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. Телеканалы РЕН-ТВ и «Звезда» также сослались на этот доклад ООН. Однако в тексте отчета, который не упоминают, отчета Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, не говорится о замораживании выплат 600 тысяч человек, как о свершившемся факте, а только о существовании такой угрозы, как об этом написало, к примеру, российское издание РИА Новости. Напомним, что в феврале этого года Министерство соцполитики совместно с СБУ и Госпогранслужбой Украины начали верификацию выплат внутренне перемещенным лицам. В процессе проверки тем из них, которые подозреваются в мошенничестве, могут приостанавливать помощь. Российские СМИ сообщили, что президент Украины хочет основать в Херсонской области крымско-татарскую автономию, куда переселят крымских татар и турков. Издания ссылаются на копию проекта указа президента Петра Порошенко, якобы найденную в закрытых компьютерных сетях администрации президента Украины и опубликованную на сайте Киберберкут. Этот сайт, кстати, замечен в том, что регулярно публикует поддельные документы, о чем StopFake неоднократно писал. В документе говорится, что Петр Порошенко своим указом хочет преобразовать автономную республику Крым в крымско-татарскую национальную автономию, ликвидировать Херсонскую область, переименовать Херсон в город Хан-Гирей, создать там органы исполнительной власти новой территориальной единицы. Также в проекте указа предложено Кабинету министров Украины выделить там территории для расселения до 500 тысяч крымских татар и до 200 тысяч турков-месхетинцев. На основании сомнительного документа ряд российских СМИ сделали новость, в частности «Россия-24», сайт телеканала РЕН-ТВ, российское издание «Комсомольская правда» и другие. С юридической точки зрения документ, опубликованный хакерами, имеет грубые ошибки, которые вряд ли смогли бы допустить в администрации президента Украины. Многие пункты документа противоречат положениям Конституции Украины, которая имеет высшую юридическую силу, выше, чем нормативно-правовые акты главы государства. Так, в статье номер 133 Конституции Украины перечислены территориальные единицы Украины, где указаны автономная республика Крым и Херсонская область. Для того, чтобы ликвидировать или преобразовать их, необходимо вначале внести изменения в Конституцию Украины, чего не может делать президент своим указом. А согласно статье номер 85 Конституции Украины, президент не может своим указом переименовывать город Херсон. К тому же герб Украины на документе не соответствует новому образцу оформления указов. Вместо черного цвета сейчас используется золотой. Вот, к примеру, как выглядит указ президента Украины
Украины о награждении военных или указ о назначении Юрия Бирюкова своим советником. Это был выпуск Stop Fake News. И это только небольшая часть фейков, которые мы опровергли на прошлой неделе. Больше смотрите на сайте stopfake.org. Комментируйте, ставьте лайки и делитесь этим выпуском на своих страницах в соцсетях. Предлагайте, о чем бы вы хотели увидеть выпуск, а также присылайте нам на почту или через форму сообщить о фейке информацию, которую стоит, на ваш взгляд, проверить. Увидимся через неделю. Оставайтесь с нами.